70-летний пенсионер убил 49-летнего внука своей сожительницы, выстрелив ему 2 раза в голову из обреза винтовки Маузер. Пострадавший в это время смотрел телевизор. Трагедия развернулась накануне в доме номер 135 по улице Фучика. На допросе мужчина сознался, между ними был давний конфликт. С места преступления репортаж Нафисы Минязовой. Если накануне здесь разворачивалась настоящая кровавая бойня, то сегодня о ней напоминают только следы крови напротив подъезда. Соседи говорят, что никакого шума вчера не слышали и беду, в принципе, ничего не предвещало. Однако дед в разговоре со следователями рассказал, что устал от каждодневных пьянок так называемого внука и выстрелил в него 2 раза из винтовки Маузер. Огнестрельные ранения оказались смертельными, но скончался мужчина только в больнице. Соседи рассказали, что в этот вечер видели деда, который шел к своей сожительнице. Его квартира в соседнем подъезде, но 70-летний мужчина переехал к своей гражданской супруге. Ее внук, 49-летний мужчина, жил с ними. Близких у него больше не было, родители скончались. О конфликтах в этой семье соседи не слышали и пьяного мужчину не видели. До вчерашнего вечера, когда женщина пришла к соседям с просьбой вызвать скорую помощь. Сказал, ну туда-сюда, что-то ему плохо, вроде того. Он зашел, смотрит, у него голова в крови, короче, и вызвал скорую. Скоро не приезжал, он сходил за скорой. Там не было так, чтобы мозги наружу, там, по всему там дому. Медики успели довести раненого до больницы, но 2 пулевых ранения в голову были несовместимы с жизнью. Тем временем его родная бабушка пыталась спрятать орудие убийства и отнесла винтовку соседке. Нам принесла. А что она сказала, когда принесла? Сказала, пусть полежит. Вы вопросов не задавали? Ничего не задавала, конечно. Я думала, от Сережки, может быть, чтобы ничего не случилось. Забрали обрез уже полицейские. Подозреваемого задержали. На допросе он рассказал, что купил оружие на рынке. Признался, что вечером поругался с внуком сожительницы. По предварительной версии, причиной стало пьянство мужчины и его нежелание работать. Пенсионер разозлился и выстрелил лежавшему на раскладушке мужчине в голову. После первого выстрела женщина поняла, что внук жив. Тогда он выстрелил еще раз. После таких признаний полицейские приехали уже за бабушкой и их соседкой, спрятавшей оружие. Но в отделение ехать они не хотели. Ждали, когда принесут пенсию. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. В ближайшее время пенсионеру должны избрать меру пресечения, а суд будет решать, опасен ли он для общества и стоит ли изолировать мужчину на время следствия. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112.